Мы об этом прежде всего и в Америке, где кандидаты в президенты Байден и Трамп встречались и, значит, развивали мысль о том, кто из них более достоин быть президентом Соединенных Штатов, скажем так, в том смысле, что они снабжали Москву для того, чтобы значит, расправиться с чеченской э, государственностью, чтобы, значит, завести нас в состав этой империи. Хотя мы бывали там и говорили, что нам не надо, что мы построили, создали свое государство в рамках международного права. Нас не слушали, и все как-то они перераспределились. И это не столь вот было присуще демократам. Собственно говоря, они демократы, а должны были посмотреть вот с нашей точки зрения, что же происходит в этой точке мира, как вот нам дальше развиваться. И нас это привело к тому, что мы начали думать, есть ли это демократия на самом деле, где эта демократия, почему это так, почему они дают деньги для того, чтобы нас убивали и говорили расправься с малой кровью. Ну, мы поняли, что, оказывается, тогда они были не настолько демократы, сколько они думали о том, как бы, значит, главную задачу решить, чтобы вот сохранить ситуацию, стабильность в мире, и нас как бы жертву они давали. Но времена те прошли, мы оказались все же стойкими, так или иначе, наша территория оккупирована, мы воевали, бились с ними. Ну, теперь перейдем вот к этим дебатам. У нас большая была надежда на то, что все же, как бы то ни было, американцы окажут помощь Украине, и через нее мы сможем, значит, ее победы, мы сможем выйти на этот путь от установления демократии на этой территории, установления демократии на тех территориях, которые были, значит, вышли из Советского Союза, которые развалили, потому что это был не распад, а был развал. Почему мы говорим, что это был развал? Потому что сам процесс распада под свой контроль взяли эти имперцы, которые сидели в этой власти еще в Советском Союзе. Они руководили развалом этого процесса, и мы оказались в такой ситуации, как и все те народы, которые сегодня хотят выйти из Российской Федерации России, незаконно втянутую в состав России. Наша-то страна вышла не из России, мы в России не были совершенно эта страна была создана позже нас. Так что здесь история, мы, которую говорим, она была и раньше, но вот поговорим о том, что же было в этих дебатах. К сожалению, к нашему или к общему сожалению, президент Байден здесь действительно выглядел хуже гораздо, чем господин Трамп. Да, Трамп сам тоже не очень-то выглядел хорошим, а их обещания, их разговоры были, как будто бы это был разговор каких-то людей, которые встретились, спорили о чем-то, говорили. Казалось, что любой человек вот выйдет и так вот будут об этих вещах говорить, о проблеме, которые есть, и порой не отвечали на вопросы. В итоге получилось так, что нам бы хотелось, конечно, чтобы в эту ситуацию, которая складывается сейчас в Украине, и направление действия, которое избрал сегодня Байден, демократ, чтобы эта ситуация, она как бы усилилась. А с приходом к власти, скажем, Трампа, если он придет, мы как-то сомневаемся в том, что оно будет так или иначе, значит, продолжено или даже усилено в пользу Украины. Потому что Байден говорит, что он будет продолжать и делать эту работу и дальше помогать Украине и в мире, чтобы стабильность была и такое. А Трамп, он какие-то радикальные меры предлагает. Вот я сделаю, я запрещу, я заставлю. Вот такое впечатление осталось.
И в итоге вот это чуть ли не в 2 раза больше голосов у тех, кто наблюдал за этим. Ну, кто это там наблюдал, это понятно, они какой-то вопрос сделали. Получилось, что больше у Трампа. Что будет дальше? Ну, мне кажется, что дальше, как бы то мы ни говорили, в любом случае Украина победит, и в любом случае мы тоже на этой линии будем стоять, и никуда мы не денемся, кто бы что ни говорил. Здесь много разных деятелей, и даже среди наших, вот, скажем, чеченцев по национальности, наших граждан, тоже по-разному говорят. Говорят, Америка – это зло и все такое. Мы-то рассуждаем, я, к примеру, рассуждаю, да, зло отовсюду исходит. Не все так справедливо в мире, как нам бы хотелось. Зло не зло, а нам нужно искать те, значит, те шаги, которые нам нужно понимать правильно. Что сегодня нам делать? Какую позицию мы должны занять? И кто нам в этом вопросе, там, скажем, будет помощником, чтобы решить нашу проблему? Вот эта ситуация, она оказалась настолько неожиданной, что все, даже сторонники Байдена, стали критиковать, что это такое, почему он что, болен, почему это так вот не было известно раньше. Вот какая-то была критика в отношении Байдена, и вот это все такое. Хотя в то же время, как говорят, по всем данным, Байден, значит, своими действиями привел Америку в более стабильную ситуацию, там все выросло, безработица, она стала меньше, люди стали экономически, там в других отношениях, развитие получила Америка. Неизвестно, может быть, он случайно в этот день как-то оказался больным, или в это время, может быть, он не мог именно сейчас так вот. И говорят, что разница, вот он больной, старый, хотя и тот не молодой, собственно, на 3 года всего лишь моложе этого Байдена, Трамп, но он себя как бы браво пытается держаться. А мне показалось, знаете, что вот он был 7 лет или 5 лет назад в одном том же потертом костюме, в нем и оказался снова. Вот эти вот вещи внешне, кажет, здесь тоже будет, конечно, для нас полезно. Кроме этого, значит, есть еще вопросы, которые мы можем здесь поднять и говорить, что происходит в нашем зарубежье, что чеченцы вот сегодня, там, вот это все. Это все, значит, во время сегодня есть на Западе исламским, скажем, государством. А таких государств нет, религиозных нет, кроме как, вот, скажем, есть этот Ватикан, где там в основном все эти попы там и епископы живут. Вот и занимаются этим обществом, вопросами в мире, вот связанных с их религией. А у нас, у мусульман, такого вот руководства нет. Мы знаем по самой системе. Поэтому я призываю еще раз, чтобы мы знали, все знали, что нет никаких других шагов, кроме как объединиться вокруг этой линии. И сегодня этой линию возглавляет и является только президиум правительства Ичкерии, который имеет эти полномочия для того, чтобы могли здесь решить вопрос для признания нашего государства. И этому должны способствовать и помогать все те из наших граждан, которые на Западе и которые у нас, скажем, на нашей территории и бывшего Советского Союза, и во всем мире, собственно говоря. Вот эта задача стоит перед нами, и вокруг этого мы должны работать. И я призываю всех, сделайте так, чтобы все, кто вокруг нас и был, работал в этом направлении. Как когда-то говорил наш первый президент, мы должны работать в защиту нашего государства в любой точке мира, где бы вы ни были. Так он завещал нам, так он говорил. Поэтому разный разговор оставив, я думаю, вот такую вот линию мы должны продолжить сами. Давайте я на этом закончу, чтобы не быть слишком надоедливым. Давайте желающие, значит, могут выступить, сказать, вопросы задать. Я на этом закончу. Спасибо.
Спасибо, Баркал. Сега выстрелишь вы, кто-нибудь хочет? Муса, Лиза, кто-нибудь хочет выступить? Я напоминаю тем, кто нас смотрит, у нас чат в YouTube, вы можете задавать вопросы, я зачитаю, либо зайти на телеграм-канал Президиума правительства, и там непосредственно уже задать вопрос. У нас идет прямая трансляция и в телеграм-канале. Сагауи Весело, Муса, ты хотел бы что-то сказать? Не, я заболел вчера. Грипп-кат. Да, Маршал, дуэль. Ну, я Микрофон. слушаю. Да. Нет, Ага, вот так. Так, Ая, вот смотрите, как ситуация разворачивается, возвращаясь там к выбору, к дебатам президента Трампа и Байдена. Байден уже как бы по возрасту, он уже, ну и по состоянию видно было, что он не вытягивает этот спор, эти дебаты. И сейчас, когда демократы, которые так много сделали на самом деле для Украины, хотя одни говорят, что останавливается там помощь, там треть, десятое, но нужно признать, что именно при администрации Байдена он объединил все эти страны, он был во главе Америки, которая стала лидером этой антироссийской позиции всего мира, в принципе. А не изменится ли то, что вот если придет если придет Трамп, например, не изменится ли ситуация? Хотя, конечно, наш друг Гарри Табах, уважаемый Гарри Табах, очень поддерживает Трампа, и я из-за Гарри поддерживаю Трампа. Но вот хотелось бы ваше мнение узнать, Аят. Как вы это видите? Я не думаю, что в целом это изменится или нет, но вопрос в том, что если придет к власти Трамп, конечно, какие-то будут изменения. Конечно, значит, он сегодня говорит выдвигает лозунги типа того, что вот чтобы понравилось избирателям, он, наверное, чувствует какие-то такие вот струны и думает, что надо так говорить, хотя до конца он не конкретно как-то, значит, выдают его высказывания по-разному, конечно, если он плохо там где-то что-то сказал или не сказал там. Но это борьба идет такая. Я не могу сказать, мы же не можем сказать, что может быть. Изменит он, что он сделает. Мне трудно на этот вопрос ответить, что сделает. Но, по крайней мере, решительность тех, скажем, процессов, которые там он обещал в прошлом, он это делал, так говорят. Да, стены, признавал то решение, то-то делал. Но сейчас это как будет, я не знаю, не могу сказать. Вижу, что он тоже, конечно, значит, напряжение находится, он находится под процессом, который вот и на Байдена это давление судебное влияет через сына, и на Трампа. В общем, ситуация такая. Поэтому как это будет, если там разные разговоры есть, я в нескольких местах слушал это, и говорили разные, там говорят, то там специалисты, ну, специалисты специалистам, а что будет, если, допустим, Трамп выиграет? Что будет, если, скажем, Байден откажется, хотят его там вроде бы заставить отказаться, что ли, такие предложения есть. Но будет известно через какое-то время. Наверное, в ближайшее время мы узнаем, какие там вот у них планы и что они будут делать. Может быть, Байден, значит, здесь как-то вот сориентируется, но, как сказал, послушал, вот, как ты говоришь, Табаха, он там говорил, чего это он такой больной, вдруг будет болеть, а надо чемоданчик, у него надо в 3 часа ночи принимать решение, а он чемоданчик не может открыть, типа такого. Ну, тоже вот есть вот такой вариант,
конечно, люди не хотят видеть, чтобы судьба была в руках больного. Но больные бывают все, и молодые, и в пожилом возрасте. Поэтому здесь все зависит от того, как вот к этому отнесется американский народ, что они скажут. Но думаю, что этот вопрос мы отнесем к американцам, которые хотят, чтобы в их стране было хорошо. Кто больше из них скажет за или против. А так, посмотрим. В любом случае, приход Байдена или приход Трампа не должен изменить резко ситуацию в мире. Мне так кажется. Все должны понимать, что империя, Российская империя, которая ведет себя так нагло, кругом, все, что связано с ним, это наглость, это хамство. Они захватили чужие территории и ведут себя так, как будто они здесь ни при чем, а них напали, что нам объявили войну. Кто вам объявил войну? Вы даже эту Российскую Федерацию с Россией создали не вы не дали возможность выйти к вышедшим из Советского Союза республикам, не дали возможность выразить свою волю, выразить, и чтобы они сказали, что они хотят дальше делать. Вы через своих бывших коммунистических руководителей, значит, через них поставили подписи в этот федеративный договор, который в 1992 году, 31 марта, и создали эту Российскую Федерацию России, в то время как после развала этого Советского Союза эти все республики, народы имели право определить свою судьбу самостоятельно, а они им не дали. Теперь это все подхватили, кого надо убивать, кого надо, значит, для них, конечно, кого надо. И пытаются сейчас расшириться, и собрали вот эти, как вы знаете, значит, этих миллиардеров, которых стало больше, чем это в любом другом государстве мира, и начинают вот это вот диктовать условия. Народы как были вот в этой Советской империи, сейчас в этом осколке, как говорят, еще в худшем положении находится. Посмотрите, что. А народ там не понимает. Вот русский думает, вот мы русские, мы великие. Нет, вы обманываетесь, потому что ваше величие только в том, что они говорят, что ради вас мы это делаем. Это власть имперская. Нет, они не ради вас, не ради русского народа, и ради других народов творят вот эти дела. Они это творят только для того, чтобы сохранить свою личную власть. Только для этого. Им нет дела ни до России, нет дела ни до народа, в том числе и русского. Поэтому русский народ они обманывают. Среди русского народа есть, конечно, патриоты, так скажем, в кавычках, но в основном все эти либеральные деятели, которые сегодня мы видим на Западе, которые действуют и говорят, мы там пойдем то-то сделаем, они в душе, как мы с вами видим, это имперцы, это великодержавные имперцы. Они не допускают, вот говорят одно, а постоянно делают другое. И делали, и это остается. Мы видели их, мы с ними, значит, жили, учили, знаем на каждом повороте, что у них было в голове. Хотя на самом деле они были, значит, по своей сути, они были слабыми и некрепкими, так? А вот эта имперскость и вот это все в них сидело. Я так думаю. Баркалая, да, согласен с тобой. И еще один вопрос тогда. Ли Трамп Чеченскую республику Ичкерия с суверенным независимым государством? Ну, это, значит, вопрос, конечно, нам бы хотелось, чтобы он это сделал, и мы бы это приветствовали. И для этого есть все основания, чтобы наша страна, которая создана в рамках международного права, которая защищает, скажем, Соединенные Штаты Америки, и обращаемся сейчас с кандидатом признать нашу страну
суверенным и независимым государством, как мы его создали, и, значит, объявить, что она незаконно оккупирована, и о необходимости ее деоккупации, что я сказал. Это было бы для нас, конечно, хорошо. Посмотрим, что будет. Это зависит от многих моментов и факторов сейчас. Мгм. Просто у меня складывается впечатление, что Трамп такой, как бульдозер, человек, который может исправить все несправедливости, которые в мире, ну или хочется верить в это, что исправить несправедливость, вопиющую несправедливость, в том числе Да-да. в отношении нашего Было народа. бы неплохо, конечно, было бы неплохо. Да, было бы неплохо. Мы должны сейчас, вот, пользуясь случаем, обратиться и ко всем остальным странам. Кстати, президент принял там призыв признать наше государство, которое оккупировано незаконно Россией, признать о том, что наше государство, значит, было 5 военных агрессий было против нас, и признать, что это был геноцид нашего народа. Украина это сделала, Грузия это сделала. То есть все остальные, которые это делают, ничего не случилось, наоборот, только укрепило позицию демократических стран мира. Это есть шаг вперед в отстаивании и укреплении демократии. Поэтому признание нашего государства, это было бы только на пользу общему миру в демократическом направлении, соблюдении современного международного права. А если это не делается, то все вот люди в мире, которые видят, наблюдают за это, начинают сомневаться в искренности намерений тех, кто этим управляет. Поэтому здесь вот такой вопрос. Это обращение, да, призыв был нами распространен, значит, на русском языке, на английском языке. Так что этот вопрос должен, значит, решиться. Мы на это надеемся. Да, Лола, да, Лола. Берти задает вопрос. У них нет других кандидатов на пост президента, чтобы выдвигать. Почему зациклились именно на этих двоих? Дело в том, что я так понимаю, что у них, вот у демократов еще будет это там съезд, на котором они могут это дело и изменить. И те могут, и те могут изменить, если, допустим, конечно, говорят, если сами эти кандидаты откажутся, к примеру, Байден или Трамп, и на своем там съезде как-то откажутся, то они заменят другими своими, скажем, кандидатами, которые шли с ними, как говорится, ноздря в ноздрю или рядом, или вторыми были. Вот они могут заменить это тоже. Еще время есть. Это ж только в ноябре будут эти выборы. Так что мы еще имеем возможность некоторых увидеть некоторые изменения. Может быть. Есть, конечно, у них кандидаты, есть и хорошие кандидаты, может быть. Это они решат сами. Так я думаю. Тут комментарий Берти тоже хочется прочитать и спросить ваше мнение. Мы даже чеченцы, пишет Берти, тут общаясь, заинтересованы, чтобы Россия... Мы даже чеченцы не заинтересованы, чтобы Россия развалилась. Мы чеченцы больше заинтересованы, чтобы в России была демократия. А Чечения никогда не входила в состав этой России. Будет Россия реально демократия, не будут от России шугаться. России нужна демократия, как в США. Возможно ли демократия на России, Аят? На России не знаю, но в России в целом возможно. То есть демократия – это значит соблюдение прав личности. Соблюдение прав личности – это значит придерживаться всеобщей декларации прав человека. А придерживаться ее – это значит соблюдать, значит, все принципы современного международного права, устав ООН. И там тоже мы видим какие-то закорючки, которые мешают
этот вопрос, в принципе, решать в какой или иной степени. Но сама Россия, в этой России, если она построена на лжи, построена на насилии, и без спроса этих народов, вот, допустим, которые входят в состав сегодня Российской Федерации, то какая может быть демократия, где там свобода личности, где народ может там избрать свою власть? Практически в России невозможно избрать власть, чтобы гражданин не может избирать власть. Что бы он туда ни кидал, в эту урну, все равно они что хотят сделать. Вот в чем дело. А вот в других странах за этим идет очень сильный, так сказать, контроль. И это, если что, там начинается, значит, движение. Люди свободны в своем выборе. Конечно, это не самая, может быть, лучшая, значит, система демократии, но лучше ее пока нет, как говорил когда-то Черчилль. Нет лучше этого. Поэтому, если первое, что нужно этим народам, которые в составе этой России находятся, они должны получить полное право на решение своего вопроса, который у них отняли после развала Советского Союза. Сегодня себе там собирается говорить, мы там сейчас эти разные движения либеральные, так? Они говорят, мы там то, все, мы это сделаем, мы то сделаем, обещают. Им верить нельзя, потому что они говорят без того обоснования, которое кто в России может свободно сказать, что я свободно выбираю, и мой голос здесь учитывается. Почти никто, кроме тех, кто там управляет этим процессом. То есть человек должен быть свободен в избрании, человек должен быть свободен от политического преследования. А в России по политическим мотивам в тюрьмах каждым пачками, десятками, тысячами сейчас, по-моему, хватает и сажает. Разве такая страна может быть демократической? Нет, эта страна, чтобы она преобразовалась, туда к власти должны прийти другие люди. Она может распасться, она может сохраниться, если это будет какой-то такой общественный договор этих стран. Это единое пространство. Там могут эти народы между собой заключить какой-то тот, скажем, вариант существования этой территории, как, к примеру, допустим, Соединенные Штаты Америки. У них есть там столько штатов, и они, значит, там вот делают действие свое проводят. Это штаты, можем сказать, те же как бы республики. У них в каждой республике, в каждом штате даже свои законы. В одних штатах, допустим, есть законы смертной казни, а в других нет. То есть там есть какая-то вот в этом отношении свобода, а здесь этого нет. Здесь диктатор. Этот, кого хочет, в любой республике, в любом там городе назначает мэров, назначает своих людей, посылает туда, значит. То есть там народ не чувствует, что они являются свободным, и они под прессом, политическим прессом. Вот представьте себе, что в России сегодня они могут сделать. Ничего, просто они сидят и ждут, что вот что сделает, как говорится, батька, царь, что он сделает или его окружение. Вот в чем вопрос. Что будет, может ли там быть демократия или нет? Ну, по крайней мере, я сейчас вот не могу это сказать, что это может быть, если не будет вот таких кардинальных изменений. Может быть, если они вот это все как бы, значит, изменят, и власть там должна быть действительно не просто там назначают кого-то вот так вот сами между собой. Посмотрите, за эти годы все время во главе сидит, эти же коммунисты сидят во главе. Эти Ельцин, потом остальные, остальные все они и сидят. Они и управляют, они и заправляют. И их все окружение, оно все там богатеет, а люди бедные не знают, что делать, даже как спасти свои жизни. Поэтому, конечно, нужно изменение, кардинальное изменение, и тогда только можно говорить, что на этой территории может быть демократия, может быть свобода личности. Вот в этом суть.
Хотя в других странах, вот сейчас мы говорим, в разных странах Запада, есть там то все. Здесь тоже есть свои жесткие такие принципы. Но это совершенно отличается от того, что происходит в самой России. Я так вот могу сказать. Мгм. Да, интересно. Единственное, знаете, если, как сказал Пол Гоббл, Россия будет соблюдать международное право, если в ясный день со стен Кремля будет видна граница России. И дело в том, что вот эти КГБшники не получили ни разу за 3 поколения, ответственность не понесли за те преступления. Не было ни люстрации, не было осуждения, даже посмертно кого-то, кто уже умер. Даже Сталин у них до сих пор герой, и они его не осудили, хотя и Ленин, и Стась Ленин у них там лежит. Если не будет люстрации, если не будет а, Ну, как раз таки об этом и идет, я об этом как раз и вел речь. Самое, что эти либералы, понимаете, и их вот пособники, которые служили на нашей территории, из нашего числа, там, скажем, сейчас национально служили в Москве, они теперь по Европе и здесь, в Украине, везде вот это все устраивают, вокруг них это все крутится. Кто этим занимается? Разве это не видят это люди? Мы знаем их всех по именам, мы же знаем, чем они занимались, кто они и что. Они себя вольготно пока чувствуют, понимаете? Вот здесь иногда мне некоторые говорят, ну, они пока наблюдают, а потом там что-то там изменится, а может, они изменились. Никто ничего не изменился. Не тешьте себя этим. Никто не изменился. Они, значит, засунули руку по локоть в кровь тогда, которую пролил наш народ. И сегодня они продолжают эти линии. И теперь они прикрываются разными идеями и ведут эту работу. Поэтому здесь надо думать о том, что как бы то ни было, мы должны придерживаться той линии, и наши люди должны понимать. Нету ничего того, что могло бы само собой измениться. В этом деле должен быть какой-то вот, значит, толчок, и это должно, лучше всего, это, если это было бы снизу, а не сверху, понимаете? Снизу. То есть из народных масс, если поднялись бы лидеры в этой стране, России, так? А эти, которые на зарубеж здесь вот это устраивают эти, скажем, спектакли нам, они не настолько, значит, имеют контакты в самой России, они не связаны с российским народом, наоборот, значит, они как-то рассматриваются иначе. Потому что и сам народ там сейчас находится под прессом вот этой пропаганды. В общем, ситуация, которая как бы может сдвинуться, и через лидеров, которые появятся, через них, чтобы это можно было делать. Я имею в виду изменения в самой России и перспективе. Вот такой вот ход. И мы не должны забывать, что процесс такой в международном масштабе идет процесс, это спор между диктаторскими режимами, в том числе вот Россия, это диктаторский режим однозначно, и другие диктаторские режимы, которые сидят вот, и демократические. Вот идет вот этот процесс. Если в России возобладает то, что мы говорим в пользу, значит, свободы личности и значит, прав этих народов создавать свое государство, выходить, значит, входить, выходить, то это да. А так сейчас ситуация сложная, вот так вот. Нам нужна победа, и обязательно нужна победа Украины над этой властью, которая вторглась сегодня на территорию Украины. Это нам нужно в первую очередь. А если ее не будет, этой победы, то это будет как бы замороженный конфликт, который долго будет, как бы не пришла усталость и все такое. Но Запад понимает, как я вижу, что если это растянется, если будет тянуться,
то это все время будет в пользу этих диктаторских режимов. И нельзя ему допускать это дело. Что вы об этом думаете, скажем, Трамп? Что об этом думает этот Байден? Во что это разовьется, мы не знаем. Но, по крайней мере, мы понимаем, что надо делать. А они, может быть, и лучше нас понимают, но способны ли они это сделать или нет? Вот вопрос в чем. Берти спрашивает, Аят, по-вашему, Россия сожалеет, что убила первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева, и что не договорилась с ним еще в начале 90-х? Как вы думаете? Россия ни о чем не сожалеет, там нельзя говорить, Россия сожалеет. Россия это кого имеется в виду? Путина и руководство? Нет, они наоборот рады, что убили. Они бы остальных всех нас убили, всех. Всех уничтожили бы и были бы рады. Они убивали нас еще со времен Петра I, когда там нас было около 2 миллионов человек. Потом это население наше довели до 120 тысяч, чего осталось наших людей. Представь себе, сожалеют они или нет? Нет, совершенно не сожалеют. В этом не можешь не сомневаться. Это однозначно. А как сама России такого понятия нету, который в этом вопросе мог бы сожалеть и не сожалеть. То есть никакого там опроса не было. И не может быть, потому что они считают все другие народы, да и свой народ это быдлом считают. А остальные они еще больше быдлом считают. То есть они высокомерно себя ведут, хотя мы тоже в своем понятии, в своем мировоззрении не считаемся с ними и не считаем их за порядочных или там людей, вот таких вот, я имею в виду имперцев. Они, никакой культуры у них нет. Культура это в первую очередь это то, что можно сказать на бытовом уровне и то, что можно сказать в семье. А посмотрите, что бывает в их некоторых семьях, что за культура. Вот в чем дело. Хотя, конечно, много есть людей, которым это нельзя отнести на территорию России, но ситуация сама именно вот подпитывается, чтобы люди пьянствовали, люди развращались, люди были такие-то свободы в этом направлении. Здесь вот они все время критикуют вот ЛГБТшников и даже чеченцам это навязывают. Ну хорошо, а давайте историю вспомним, что было и как. Так они были сами этими самыми худшими в этом отношении. Раньше были. Мы же знаем это, из истории знаем, что писали писатели, мы знаем. И теперь вот они для себя строят, как бы, значит, девственность в этом направлении. Нет, это не так. Мы должны понимать, что мы должны вот это все, что нам навязывают, обманут нас, и что лучше там в этой России, чем на Западе. Может быть, на Западе не очень-то и хорошо, как вот некоторые говорят, вот там это. Здесь этого не видно нигде, почти не видно. И если ты куда-то не пошел, не начал искать, не видно. Это их какой-то там, может быть, как секта какая-то, может быть. А это ставит вперед, и вот поэтому как будто все люди здесь такие. Это неправда. Так что такая ситуация. Здесь Питер Вольф задает вопрос, он спрашивает. Рухнула Российская империя, советская власть. И что изменилось после ухода всех руководителей этих империй для чеченцев и других народов, которые захотели жить свободно? Стала ли жизнь народов лучше? Обрел ли свободу чеченский народ и другие, говорит Питер, наверное, он не знает этого. Отказалась ли Российская империя от амбиций, наверное, тоже это секрет. Извинилась Россия за геноцид народов. И тут он говорит нет. Стала ли жизнь лучше и уходили ли все руководители коммунистической империи от власти? В том-то и вопрос, Виктор, что никто никуда не ушел. Питер. Дмитрий, да? Питер Вольф. В том-то и изменилось, что никто никуда не ушел. Никто не ушел. Они остались, это только перекрасились.
они были коммунисты, они перекрасили в демократов. Но это же были те же самые лица, помните? Конечно. Возьмите всех их, все эти, которые были во главе этих республик, и сегодня даже многие из них сидят там во главе. Посмотрите, возьмите все среднеазиатские республики, возьмите даже вот эти закавказские так называемые республики. Кто в этих, ну я за всех не говорю так, за всех, но вот подавляющее большинство, они все остались у руководства и под другим, значит, флагом, называя себя то, занимаются тем самым. У нас, у Чеченской республики власти, пришла новая власть, которую избрал народ. И это было очень-очень демократично, и народ там избрал власть. А в какой другой республике это было? Скажем, к примеру, в любой республике Советского Союза. Были там движения, были там попытки, но я говорил, вот что никакие движения не получили продолжения, потому что жестко с ними расправились те же лидеры, которые сидели во главе этой империи, Советского Союза. Что там Горбачев, что там, скажем, сидел Ельцин. Горбачев там какие-то хотел хоть подвижки сделать, что-то изменить, что-то там, перестройка, гласность, демократия, что-то начал делать. И не остались те же самые лидеры, никто ничего не ушел. Они это только под другим знаменем правят и сегодня. И это мы должны понимать. То есть идет борьба между, значит, демократией, между правом свободы личности и между диктатурой, которая в мире все еще пока есть. И притом жесткая, вот такая вот, как вы знаете, на Востоке и в тех вот средних, южных странах, которые мы говорим, Африке, Азии. Вот что было, я могу сказать. Никто никуда не ушел. Да, совершенно верно. 23 июня в Дагестане, в российской провинции Дагестан, произошло нападение на церковь и синагогу. Ну, их стало 2 церкви, 2 синагоги потом, и погибло от 18 до 20 человек. 18 ментов и один поп. И оказывается, этот поп служил, ну, как говорят, я не знаю, насколько достоверная информация, что воевал у нас дома этот поп и так далее, и был ему не горло перерезали, а застрелили, короче говоря. И все это указывает, на мой взгляд, это указывает на то, что это провокация российских спецслужб, в частности, Главного управления Генерального штаба фашистской России и, конечно же, их хозяев ФСБ. Затем на второй день, на третий день начинается вот эти дни идет нагнетание, и Рамзан Кадыров на второй, по-моему, день говорит, что каждого, кто там связан там, с ваххабитами и так далее, ну, фактически любого человека они могут назвать ваххабитом и уничтожать. Убьют отца, брата, всех там, Чиран Мелвоши, Гвивиз, Штамел Дешусь. Как вы думаете, Аят, к чему сейчас они готовятся, если моя версия верна, и это опять провокация российских спецслужб? Они готовят массовую мобилизацию или же все-таки может идти речь о той депортации? Или сейчас депортация невозможна? Ну, события в Дагестане, надо думать о том, кому это в итоге, кому это выгодно. Да. Кому это выгодно? Это выгодно для того, чтобы можно было сказать, что в Дагестане молодежи, скажем, мужского населения много, да? И вот они как бы, значит, там напали на эти церкви, и потом руководители этих регионов, и даже сам глава там региона с ним вот, связаны, их дети и сыновья, оказывается, были в числе нападавших, а потом по недоразумению, которые против них выступили милиционеры, их убили, не знаю. То есть они, это было спланировано наверху,
а на низу не было сказано, что это вот так. Видимо, где-то несогласие у них произошло, но раз там участвовали, скажем, близкие родственники, сыновья каких-то там руководств регионов или районов, да, то это однозначно говорит о том, что это операция, которая разработана там наверху, в Кремлю. Я не называю там внутренние их службы, там, как некоторые говорят, там то-то, там федерально. Для нас это не федерально, для нас это Россия, это не наша страна. Они это организовали, они это делают, и в то же время они на синагогу нападение сделали, потому что якобы теперь они защищают эту синагогу, мы, мол, там не такие, мы не против Израиля, они хотят сказать. Теперь вышла такая там разная какая-то вот, значит, пропагандистская, или, может быть, это правда, что теперь взамен за то, что вот так вот сделали, мы, мол, сейчас там дадим вам, значит, какие-нибудь там послабления или где-то, значит, дадим вам территории, чтобы вы на территории Дагестана, мол, построили синагоги. Вот такие вот вещи. Мы слышим это все. Ну, ясно, что это такая длинная, ну, скажем, политика для того, чтобы, значит, власть могла управлять в этих регионах в любое время, вот под прессом того, что вот они сейчас сделали, оттуда хватать любого в этом Дагестане, любого хватать и направлять на войну против Украины. Им нужно пушечное мясо. И нестабильность там, которая сейчас есть, она как раз-таки разыгрывается, с моей точки зрения, Кремлем. Разыгрывается, потому что этот вариант им выгоден. Им выгодно и то, что они там вот раскручивают, вот встретился Путин с этим Северной Кореей, Ким Чен Ын, и с ним там разыгрывают. Их люди тоже едут туда, в Украину, там что-то вроде строят. То есть для России, как ты говоришь, нужна ситуация таким образом, потому что Кремль не объявил же войну против Украины, он там денацификация, демилитаризация, мы знаем, это же не война, а если война, тогда он может там сказать, мы мобилизацию всего народа там или мобилизация на нас напал. А он сам напал и получает себе ответ. А то, что они сейчас хотят выставить это как вопрос того, что Запад или НАТО на них напало, это Запад не допускает, чтобы вот они могли сказать, да, они помогают вооружению, да, они помогают денежно, да, они дают то-то, то-то, но они сами не нападают. И поэтому они могут, если, допустим, войска нападут, они могут только тогда сказать мобилизация. А если они сейчас скажут мобилизация, это будет выглядеть, как будто бы вы говорили денацификация, денацификация, там и такое всякое. А теперь вот говорите нам мобилизация и все пошло. Куда это пошло? Это как бы противоречит им. И тогда народ, который слышит это и под этим прессом находится, да, он, значит, может протест выставить. А протест, который может выставить там, народ в России, это их пугает. Это их пугает. Поэтому они, я думаю, что они пока что не будут делать. Хотя им никакого стыда у них нету. Они могут вот эту пропаганду вот это все раскручивать, говорить, что это то-то, то-то. Вот эта денацификация, денацизация, которую они объявили, потом преобразовать ее в то, что это война. Такого объявления мы не видим. Так? То есть именно сейчас нужно вот это вот, нужно пушечное мясо, которое они хотят так. А насчет, допустим, на нашей территории, где они наших людей отправляют и там сделали центр, где там все это раскручивают, это тоже, это политика Кремля. Они там вот просто показывают свою приверженность, скажем, той линии, которую проводит Кремль, и вот это все проводит, мне так кажется. Всего лишь это, потому что
они бы это сделали, может быть, не в Дагестане, а сделали бы у нас там, скажем, на территории, но там это делать им несподручно, потому что если они бы это там сделали, то это выглядело бы как бы, значит, что они там не управляют на самом деле, что это фикция, что там никто не управляет, и что там руководство, которое, оно, значит, не такое же это, как они заявляют. Понимаете, вот это. Поэтому я думаю, что они это сделали в Дагестане. Вот такая ситуация. Баркал. Ассаламу алейкум, салам Машу Мастарга. Валейк салам, Муса, Машуаль. Я рад, что собрались здесь люди думающие, переживающие. Искренне рад. И мне приятна эта дискуссия. Я стараюсь всегда слушать все эти эфиры. Но мы делаем одну неправильную вещь. Мы все время напрягаем Ахьята Идигова, этого нашего, как бы это сказать, патриарха, да, который изначально стоял у истоков нашей государственности. Может быть, нужно вопрос задавать кому-то другому, кто у нас участвует здесь, чтобы они тоже высказались. Аят Идигов уже сделал невозможное, потому что благодаря ему, именно ему у нас сохранилась и Конституция, именно благодаря ему многие чеченцы начали читать Конституцию, именно благодаря ему начали понимать разницу, что такое законность, правомерность, легитимность и что такое отсутствие вот этих понятий. Поэтому мы должны, как я понимаю, это мое мнение, оживить дискуссию. Аят отвечает как классик на все вопросы, на любой вопрос. И Аят, он знает, что я уважаю, тем более, что я его отца и мать, всех родственников знаю. Но дело же нам нужно вовлекать же людей в дискуссию. А у нас получается какой-то, не в обиду будет сказано, бенефис. Кроме того, здесь в дискуссиях какой-то там, извиняюсь, чудак на букву «М» меня назвал каким-то евреем и блокируется иногда то, что я говорю. Либо я буду дискутировать, я как любой свободный чеченец, либо мы будем позволять оскорблять каждого из нас. Дело не во мне. Какой-то там борс с именем борс, чеченец не может оскорблять никого из Борзеля. Если он меня хочет оскорбить, дело не во мне вообще. Он должен... Мои контакты есть у любого. Так же, как и здесь любого присутствующих. Но меня удивило, что это ты же модерируешь. Меня удивило, что это прошло. Мы что делаем? Что мы будем делать? У нас есть страна, мы говорим о стране, или мы возвеличиваем кого-то? Мы рабы кого-то, или мы свободные люди? Мы говорим о свободных чеченцах, или мы говорим о чем-то другом? Мы хотим создать падишаха, или мы хотим воссоздать, освободить свою страну? Вот здесь очень мало я вижу слушающих. Я очень сожалею об этом. Давайте создавать дискуссию. Давайте задавать друг другу вопросы. Может быть, среди нас есть даже умнее всех нас, который скромно слушает, который молчит, который хочет вникнуть в суть. Историю всей нашей государственности мы уже изложили.
Мы уже это, давайте оставим это. Давайте найдем молодежь. Давайте привлекать молодежь. Если не будет молодежи с нами, у нас нет ничего. Мы можем там создавать чаты, там еще что-то, но мы ничего не сможем сделать. Потому что только молодые, дерзкие, умные, с огромными амбициями, только они это сделают. Мы же все это понимаем. Мне 67 лет. Понимаете, мы как это, когда я когда-то в детстве занимался стрельбой из лука. Я самые лучшие луки делал. Я когда запуливал стрелу вверх, она терялась, но она потом возвращалась и падала вниз. Наше поколение, мы летели, а потом мы сейчас возвращаемся вниз, и только другое поколение может выстрелить. Только они достигнут каких-то высот. Только они. Без них нас нет. Понимаете? И не давайте оскорблять в своих чатах никого. Если меня кто-то хочет оскорбить, меня или там Аслана, или Иса, там, Лиза, кто-то еще, Муса, пусть он мне позвонит, отдайте мой контакт. Но не давайте оскорблять в своих чатах ни меня, никого. Я же никого не позволяю оскорблять. Я хочу разговаривать, я хочу обсуждать. Мне то, что сделал Ахьяд, валлахи, биллахи, таллахи, это вообще неоценимо. Именно благодаря ему понятие Чеченская республика Ичкерия, именно благодаря ему осталось. Именно благодаря ему Ахьяд, он не даст соврать, хранитель собственной конституции. Статья была. Собственной конституции. Они хотели его оскорбить этим. Это не собственная конституция была, это конституция нашего народа. Только потому, что он отстаивал каждую запятую, букву. Даже когда я что-то писал, Ахьяд мне говорил какую-то статью, публикацию, Ахьяд, так нельзя писать, так не говори, это противоречит духу и букве закона. Можно сказать, что он меня воспитал, я имею в виду в правовом плане. Давайте я скажу два слова. Значит, Муса, я скажу тебе одну вещь, чтобы ты знал. Заслуга здесь не моя, а всех нас и тех, которые дальше будут это делать. Я только сделал то, что я смог и что могу. А то, что оскорбляют, и то, что это делают, это делалось много раз, очень много раз. И много писали на своих там разных сайтах. А молодые люди, которые, молодых уже не назовешь, они старшего поколения, лет 40, 50 и больше. Они потеряли, некоторые потеряли воспитанность, которая есть в нашем народе, некоторые. Потом они все это изображают в другой форме и сидят. Поэтому если ты будешь отвечать на все эти вопросы, на эти все оскорбления, это значит похоже на то, что на тебя идет лай, а ты начинаешь обратно лаять или тычешь его палкой, чтобы он еще больше лаял. Поэтому мне кажется, это надо, если где-то кого-то задели, надо не замечать это, не акцентировать внимание на такие выпады. Может быть, эти люди потом образумятся сами, увидев, что никто на это не обращает внимания. И я думаю, что сейчас, когда мы здесь вот говорим и собираемся, да, и говорим, нам нужно говорить про общую проблему, которая сейчас у нас стоит. И мы, когда вот это говорим, если люди потом слушают нас, оно как-то, значит, может быть эффективно и полезно.
сейчас наши люди очень, ну, скажем, находятся в таком положении, когда они не могут открыто говорить, потому что мы знаем, что происходит, что делает Москва. Она ввела еще как в советские времена или еще во времена царского, когда они за действие какого-то одного человека целые семьи вырубала, выжигала, потом ссылала. Наш народ 6 раз ссылали, мы знаем. Поэтому если на это акцентировать внимание, то, что ты говоришь, это нас только собьет с пути. На это не обращая внимания, надо говорить о главной задаче той части, которая говорит, что нам нужно молодежь привлекать, нам нужно самим быть сдержанным. Если мы не будем сдержанными, то нам никто в этом вопросе, нам помощи никакой не будет. У нас же нет руки Москвы, которая помогает некоторым, как некоторым. Или там какие-то... Это Москва помогает кому? Она помогает тем, кто под любым знаменем, пусть это демократы, пусть это, скажем, религиозные фанатики, пусть это, значит, другие какие-то движения, которые здесь есть, ну, скажем, на Западе и дома, скажем, и на то постсоветской России, она ими так или иначе помогает. То ли информационно, то ли, значит, финансово, то ли еще как-то. Поэтому у нас условия другие, и наши сторонники, они сидят и наблюдают, кто прав и кто не прав, и хотят в этом разобраться. Главное, они хотят понять, что это такое. Поэтому в этом направлении то, что делает сегодня Аслан, это хорошо очень, так? Он прямо сказал, что было, как и было. Вот так должны действовать и остальные. Его пытаются обвинить в том или ином вопросе, но как бы то ни пытались, чтобы ни говорили, мы видим факт, что делается. И другие наши люди, которые, как часто говоришь, я с многими людьми беседовал лично, звонил, говорил, выходить, давайте. Они мне обещали, да, мы будем, а потом исчезают. Почему? А я понимаю, почему. Потому что очень многие говорят о той проблеме, которая есть у них, и потому что они опасаются. То есть они вынуждены как бы себя, значит, обезопасить себя и близких. А мы, которые вот это уже обезопасены, скажем, тем, что все уже как бы, значит, в этом вопросе нам никуда не скрыться. Нас знают, да? И поэтому мы говорим, вот такая ситуация. Я думаю, вот так нам надо действовать. Бартошин, давай. Я абсолютно согласен с товарищем Аят. Дело в том, что Аядом по паспорту, а вообще его имя Аиша. Я абсолютно согласен. Но дело в том, что у нас отсутствует, что называется, у нас есть правительство, это бесспорно. Но у нас отсутствует организация. Вот этот артист поехал в Литву. Мы понимаем все, что это пророссийско сделано. Я не могу сказать, что Ламберт, этот агент, встречу там и так далее там организовали. Мне было стыдно смотреть на это. А мы должны, наверное, тоже отреагировать на это в сторону литовского правительства, этого депутата с Литвы, который там, они даже издали, как ее там, Инна Курочкина или Петушкова, кто она такая, что, мол, там такая есть, что кто против Закаева, это агенты ФСБ, КГБ. Наверное, нам тоже нужно что-то, какие-то действия. Ну, я так думаю. Послушай, я не досказал, я не досказал. Поэтому, наверное, у нас тоже должны быть какие-то действия. И, наверное, наша реакция тоже нужна. Мы, может быть, должны выразить протест какой-то со стороны нашего правительства, потому что эти люди
будь то Ландберс, ладно, он принял этого артиста, он может, Ландберс старый, больной человек, он может принимать кого угодно и где угодно, у себя дома, на даче, там, я не знаю, на рыбалке. Но там какой-то депутат выступил, и Курочкина, и остальные передают, что кто против Закаева, тот агент ФСБ. Это вообще, где наша реакция? Суверенно. Значит, я еще раз повторяюсь, если мы будем разными самозванцами и агентами Кремля с ними вступать в споры, то как раз это то, что нужно Кремлю. Мы должны свою позицию отстаивать. У нас много таких вот деятелей. Нам стыдно за то, что эти люди, о которых ты говоришь, что они там признавали и не признавали. Ведь мы там очень много раз бывали, во много раз больше там бывали в этих странах, и с этими людьми встречались. Они встречаются со всеми и делают это почему? Да потому что им все равно. Потому что и эти лидеры, которые их принимают и встречают, и знают, кто они, им все равно, им важно решать свои вопросы или не заинтересованы. Они нам говорят, вот вы там должны решить проблему между собой. Это те говорят, кто хотят сказать, что у них, как будто в их странах, как будто одна и та же позиция. Нет, в нашей стране речь идет о том, кто выступает против нашего государства, против воли нашего народа. А почему они не спросили их? Я, допустим, знаю, что против этой линии выступил вот Жалимас, это бывший глава Конституционного суда. Он прямо выступил и сказал, что это неправильно. А то, что Ландсберги, с которым вот столько лет, которым они дают медали, то, что они, допустим, бывшему президенту Украины что-то дают, это завтра станет очень смешно. И если мы будем этим заниматься, мы опустимся до уровня того, что мы будем спорить с этими людьми, которые не имеют никакого отношения. То есть уровень нашей политической борьбы опустится только до этого. А нам нужно решать вопросы признания нашего государства на Западе и в других странах. И мы этим занимаемся, мы это делаем. Какие реакции на какой-то там лайк, который они себе производят? А на самом деле, пусть они, допустим, спросят, покажите ваши полномочия. У них же никаких полномочий нету, и мы это знаем. Каждый из нас это знает. И эти основания есть. И вот я, пользуясь случаем, говорю, мне стыдно за них, что они так себя ведут. Но это не значит, что я начну спорить с ними и говорить, что это тот, не тот. Пусть они этим занимаются, но мы понимаем, что это такое. Когда мы просили у них признать наше государство, еще в бытность самого президента первого, они тоже тогда нам отказали. Ты, наверное, не знаешь, я ездил туда, и туда ездили другие наши люди, и в другие страны. Поэтому ситуация деле более, трудная, и их тоже винить, может быть, мы не можем, потому что сегодня они не власти. Но когда они были у власти, они это не делали. Они, выступали на нашей стороне, говорили, что это так и так. Они опасались, что это может на них как-то, воздействовать. Вот я разговаривал с грузинами от власти, которые, они не говорят, что когда, балтийские страны были признаны Западом, они обратились туда, к этим странам, чтобы их признали, Грузия. И они ответили мне, если вас признает Америка, мы вас тут же признаем. То есть вот такая идет, это более такая вот гибкая, гибкая в кавычках политика, которую на себя никто не может взять. Вот Украина сейчас признала нас, вот Грузия нас признала, так? И что за это? Они опасаются, что будет. Поэтому мы должны здесь говорить, чем мы занимаемся больше. Рассказ нашему народу, рассказ остальному миру. Когда мы жили в Казахстане, мне отец рассказывал, я это слышал, что там сидели и думали о том, что вот, если бы, хоть был бы один человек, который мы могли послать на Запад, и, скажем, в Америку или в Англию,
и чтобы там рассказать, что наш народ выслали, то, мол, они не позволили бы Сталину нас так убивать и выслать. Так они думали про одного человека. А сегодня сколько нас людей на Западе, которые не один человек, а сотни тысяч, более, может быть, 200-300 тысяч. Что мы здесь делаем? Ситуация, конечно, изменилась, но направление нашей борьбы, направление того, что мы должны делать, оно, значит, есть четко и ясно. Мы в рамках современного международного права впервые в истории действующих миров создали свое государство, и сегодня нас хотят с этих рейс столкнуть. Кто хочет нас столкнуть? Все, кто хотят нас столкнуть. Будь это те, которые там, они говорят, или другие. Это и есть враги нашего народа, это и есть способник Кремля. Люди, которые сейчас это говорили, вот то, что ты сейчас говоришь, они в 93-м году, а до этого в 2001, 2002, 2003, потом в 2004, 2007 году, они принимали документы, не имея на то права, что наша территория является частью России. Как они могли там, или этот депутат это говорить? Они что, не читают? А им все эти документы у них есть, все эти материалы у них есть. Оно есть свободно в интернете. Значит, они к этому, к нашему вопросу относятся так поверхностно. Да лишь бы вот пришли вы, да идите, все такое, чтобы из себя, значит, не сталкивать. Этот вопрос они на себя не берут. То есть этот вопрос мы должны сами брать на себя. Любой из нас и должен это понимать. Они не будут этого делать за нас. И в то же время хорошо, что тот, кто поддерживает нас... Подожди, я закончу. Вот тот, кто нас поддерживает, эти люди нам очень ценны. Вот что мы должны делать. И поэтому я хочу прекратить эту дискуссию с тобой. Пусть здесь другие люди сейчас тоже говорят, вопрос задают. Пусть они тебе задают вопрос, Аслану, другим, давай. Наш вопрос это оставим, потом. Все. Барков. Дикtor Berkmillish خبر بلا سويست خلرات ور برك بلا حوحال خبر دوت تكت مش بير ديك بقول شوي ثم дело мы всегда говорим о праве, о конституции, о чем-то еще-то там. Мы все это говорим. А сегодня я привожу конкретный пример. Артист поехал в Литву, его принимают на каком-то уровне. А где наша реакция? Я это должен написать. Если я это напишу, я первый меня обвинит в том, что я якобы там от твоего имени написал. А почему нет нашего протеста? Почему, когда в Украине его принимают, нет нашего протеста? Почему, когда какие-то там... Где наша реакция? Я думаю, что Протест тебе это не нужно означает, что вы должны... Я доскажу. Это не значит, что вы это должны... я сейчас сказал, давай эту дискуссию прекратим. Давай мы сейчас прекратим эту дискуссию. Давайте прекратим, потом поговорим по этому вопросу сейчас. Почему нет, я тебе ответил. Все, отключился. Отключился, Эрвелле. Хорошо, Эрвелле. Да, давайте вернемся. Он говорит вещи, которые, может быть, и надо было думать, он так думает. А мы все это делаем. Да мы каждый день эти стримы проводим, призываем, обращаемся. Да, мы это делаем и будем делать. Иштовый лодок дать, воши до шхада деш, вы гадёлки, вы сам долг дать, дал эту большу, коч, шуниките, кач нами кочил шу, санигата, ногти мяч хамдых да, салам маршал Масарга. Говорит, салам маршал. Так. Значит, здесь... Эта дискуссия, она не нужна, потому что говорить об этом
Это Это надо одно. в личку Если мы говорить. Мы с бесконечно тобой... говорим, у нас другая тема, мы говорим о других вещах, и в то же время это тоже нас беспокоит, но вот я ему ответил, что это такое. Да. Не потому, что мы их стесняемся. Он не говорит там, и другие не говорят, что везде все это изложено, все это поставлено, а они вот, значит, вот так себя ведут. Попробуй это сделать. Вот мы это делаем, мы же не можем их за язык тянуть всех, сколько бы то это ни было. Давай вопросы, если есть, Аслан, другие, если нет. Мгм. Ися, вот Спасибо, Викторович. Алишер. Да, пожалуйста, Ися, вам слово. Я так, то, что сейчас я слышал, меня тоже возмутило это сильно очень. Я скажу свое мнение, 1 минута, а дальше другая тема будет. Муса Таифов поднял понятие чести. Когда люди бесчестно себя ведут, как бы они ни называли себя там за границей, в разных местах, это сильно оскорбляет нас. Начнем с того, что каждый раз, когда какой-то теракт называли русские, а мы просто боролись за свою независимость, когда группа людей, идущая на смерть, требовала, мы эту тему говорили, только переговоры и независимость. Других тем не было. Помните, мы восхищались. Нет такого, вот, везде другие темы, а у нас какой-то странный терроризм. Так вот, он говорит, если эти люди, находясь там, где бы либо, не говорят независимость именно легитимной части нас, а не проходимцев, которые запятнали себя чем-то. И он спрашивает, а можно с этими людьми начать, по-своему, 1 на 1 называется, выяснять отношения? Потому что понятие чести они нарушили. Они прикрылись одной общей нашей проблемой сверху, а снизу тянут с кого могут. А мы чужие, мы, получается, как будто бы нас не касается. Но когда он нас подставляет, мы это переживаем сильно и ничего не можем сделать. Возможно, сказала просто одну вещь. А что если мы просто кто-то возьмет и займется, в согласии Ахмеда, как это сделать? Ахмед сказал, потом поговорим. Я понял, так будет. Но все-таки нам тоже интересно. Я бы тоже, может быть, поучаствовал в этом. Да, слушай, я временно сказал, потом продолжим. Баркал. Баркал Муса, да, да, Муса, Вистана, пожалуйста. Ну, Халк-1, да, раньше мне тоже это сильно удаляет то, что они творят. Ну, потом, когда мы с Аядом переговорили, и я понял, если мы будем их оскорблять вторично, они будут нас оскорблять, мы будем их оскорблять. Получится, знаешь, не наша конференция, а получится, знаешь, само дурдом, короче. Лучше сдержать, а физически ты ничего не можешь. Физически, если будешь угрожать, они, знаешь, побоятся физически. Но физически мы не можем здесь, в Европе. Ну, все я сказал. Баркал, Дейрисвар. Так, я бы тоже пару слов добавил бы, хотя не хотел, и у нас нужно такие вещи обсуждать отдельно. Моя платформа, площадка открыта для всех, кто желает, но нужно на этого систематически и упорно работать. А так, площадка открыта, пожалуйста, кто хочет, может любой и выйти, зайти, сказать может, и может выступить, и провести со мной совместный стрим. Изъявите желание, я интервьюер, как вы видите, не очень хороший, поэтому я не люблю заниматься интервью с Аядом, я читаю ваши вопросы и задаю ваши вопросы, но иногда сам ищу душен.
с Грей говорит, давайте к теме нашего стрима, потому что нам нужно говорить о насущих делах. И в истории тоже очень важно говорить, потому что, может, вы, вам, аят, мусе, исе, о мусе, другом мусе, всем вам известны эти все детали. А нам, простым людям, которые читали только пропаганду из какого-нибудь русскоязычного турецкого издания или из русского издания, у нас очень много пропаганды и фейков в голове, которые мы получаем. Поэтому для нас важно то, что вы говорите, и это нужно вновь говорить, чтобы мы знали. Вот те события по истории, которые у нас есть, например, я их не мог найти. Не то, что не мог, вот отрывками, где-то вот так, где-то. И у меня картины нет, потому что я не участник событий, и много пропаганды лживой, российской, поверх реальных событий. И когда Аят об этом говорит, для меня, например, человека, которого всегда испытывал нехватку этой информации, для меня это очень важно. Я хочу, чтобы это в моей голове, как 25 ноября 90-го года, УКЧН и другие события, чтобы они отскакивали просто. Мне это важно знать. И какие события стоят впереди и более важные, чем другие, например. Ну ладно, Бехмобил, просто я хотел сказать свое мнение. По всей видимости, говорит Сгрей, по всей видимости, Трамп станет следующим президентом США. Означает ли это сдачу интересов Украины? Я не думаю, что это означает сдачу. Я не думаю, что Украина в этом случае проиграет. Я не думаю в любом случае, потому что Запад, независимо от и те же самые Соединенные Штаты Америки, не захотят, чтобы позиция лидирующей страны Соединенных Штатов Америки была, значит, повержена диктаторскими режимами Запада. Я так думаю. А кто там победит, это посмотрим. Может быть, очевидно, он победит, а может быть, кто-то другой. А может быть, не сам Байден, может быть, сам Байден. Это вопрос такой риторический. Сейчас, даже после проигрыша, скажем, вот этих дебатов, если назвать их проигрышем, то здесь разные есть толкования, что почему так, почему эдак. А в основном это потому, что Байден-то вот за эти 4 года почти, он очень многое сделал. Мы же видим, чтобы там на него критика не шла. Критика отсюда идет. Да, видите, сейчас здесь и у нас тоже идет какая-то критика. А критикующие, они, значит, свою точку зрения говорят, пытаются сказать недостатки твои, по их мнению. А время покажет, и народ американский тоже увидит, что это будет. Так что в самой Америке даже они президента могут, там без шуток, могут отстранить, импичмент выдвинуть, если что. Знаете, вот против Трампа, когда он был президентом, тогда, значит, вопрос поднимался о его отстранении. Помните? И это просто не прошло. Но вот это такое было, я хочу сказать. Вот в чем дело. Поэтому сейчас мы главным образом думаем об этом. Покажет ситуация, покажет, что будет в мире. Нам важно это дело, да. Баркал Дересу. Эдмомедов пишет: Асан, я думаю, людям надо объяснить, идет дипломатическая война, и нельзя поддаваться на провокации. А Яду нельзя на это реагировать, потому что он официальное лицо, и реагировать на это признать их правоту. Говорит, это комментарий. Но мы не реагируем особо, мы только говорим о том, что мы слышим, видим, и что из этого будет, там нам непонятно, никому не понятно. И это мы тоже непонятно. Мы призываем, чтобы
мы следили внимательно за всем этим. Нам трудно судить, но с нашей точки зрения нам бы хотелось, чтобы здесь вот имперская власть, она не могла бы быть в России, чтобы она не могла бы здесь какие-то шансы иметь на успех. Об этом мы говорим. Даже не о президентах Америки, а вот чтобы эта власть была такой. Вот такой. Мы это хотим, да? Мы вот так вот к этому относимся. Ну, вот здесь речь шла о другом, он имел в виду из того разговора по поводу поездки в Литву там и так далее. Ну, Этот разговор, это такой внутренний разговор, который, допустим, коробит того или иного человека, в частности, вот этого Мусу, это его коробит, он говорит, что надо было то сказать. А я считаю, что не надо так и на каждый их там выстрел, им выстрелить, что мы опустились до уровня того, что с ними спорить, что ли? Нет. Мы свою точку зрения в этом отношении много раз говорили и дальше будем говорить. Мы об этом писали, мы направляли этим людям специальное заявление. Давайте, пускай этот Муса там, который, он, наверное, не знает. Вот в 2016 году, сейчас точно в 2016-2017 году была очень крупная международная конференция в Варшаве, где было принято решение, вернее, Кракове, где было принято решение о том, что единственный закон о легитимной власти чеченского государства является президиум правительства Чеченской Республики. А вот в 22 году, в 23-м вот сейчас было, в ноябре вот было в Варшаве, а потом Европарламент было, там тоже принят меморандум, в котором четко и ясно записано, что они же на это не реагируют, они молчат про это, а мы должны сами об этом говорить. Там тоже сказано, что вот идет борьба, и что вот это, там, сейчас не буду все перечислять, о геноциде сказано, что, значит, легитимной властью в зарубежье является президиум правительства. Прямо в меморандуме, который принимает его, записано. А он об этом не знает. Знаете? Он думает, что и другие не знают. Мы хотя об этом много раз писали, и документы эти публиковали. Наши люди не любят особо читать, смотреть или не успевают. У нас нет такой информации, которая бы каждый день, как вот Москва, или вот как он называет, как говорится, прицепом возить с собой информационное агентство, который по всему миру, куда они поедут, за ними ездят. Это же понятно, кто их водит. Чтобы их возить, ездить, это команда, которая проплачивается. У нас таких возможностей, к сожалению, нету, но это не значит, что мы свою позицию сдаем. Мы не сдаем, вот мы сейчас об этом говорим, и не сдадим. Это позиция нашего народа, и мы ее будем продолжать отстаивать, но не таким вот по каждому списку этих людей. Мы не будем этого делать. Нам, кроме этих людей, допустим, он называет вот эти, есть и другие, которые там ходят, скажем, в Европарламенте или еще где-нибудь из себя изображают власти. Есть и третьи, которые говорят, что мы власть. То есть мы каждому поводу, если будем вот на это реагировать, но мы в общем говорим, вот наше заявление, призыв, который мы сделали, как раз, кстати сказать, к этому вопросу, когда, значит, мы все это знаем, мы призвали, что вот единственный, значит, закон о легитимности является президиум, и мы призываем признать наше государство. Это и был ответ, понимаете? Мы не можем вот эти вещи как-то, сказать, утрировать и как бы на кухне как бы ее обсуждать. Мы должны серьезно к этому относиться. Я так думаю. Баркал. Так. Есть еще вопросы? Да, есть. Да, пожалуйста, Айса. У нас 3 кита. Один кит – это можно ли разговаривать с Россией террористом, наша независимость и
Запад. Вот три темы. Вот насчет Запада просто начну, как я понимаю. Мгм. Трамп только пропаганду рассказывал. В Ютубе везде там Мгм. его сын, короче, в Израиле, там, ну, антихрист, да, короче, вот он специально уже представил, он будет гробить человечество, глупость, но она в течение полугода, каждый день. Да, да. Мелочи. Еще Трампа я никогда не доверял этим бизнесменам. Они не патриоты. Как сказал Трамп, добавьте проценты и будем заниматься защитой тех, кого убивают. Такого же наемника. Может быть, я ошибаюсь, но я так понимаю, он просто так говорит, и все подчиняются ему. На самом деле стали больше платить за безопасность, стали помогать Украине. Но это благодаря тому, что он говорил, они сказали, без тебя мы будем решать вопросы. Это без него решало. А сейчас, если он сейчас придет к власти, то я не знаю, как сложится дальше. Это судьба нашего мира. Мгм. Теперь вторая тема. То, что касается нас. Нам очень трудно сейчас выбирать какое-то новые, как говорится, веяния. Мы старое не можем удержать. Мы должны усилить его. То, что Ахмед говорит, нас маловато, что-то маловато. Наши, короче, наших сторонников разбирают как будто на базаре. Если кто больше заплатит, кто больше обманет, короче, они уходят и даже боятся говорить на эту тему. А вдруг там провокация и так далее. Потому что я сказал, провокаторов очень много. Все боятся, потому что не знают, что за люди. Вот такая тема. Теперь насчет России. Россия Россия Путина никогда ни с кем договариваться не будет. Они, короче, как называется, рейдерский захват всего государства сделали, потом рейдерский захват сделали Чечни, потом рейдерский захват Украины, Грузии. Они просто они не люди. Это механизмы, как называется, шакалы, гиены. Все, с ними понятно. Я не знаю, как с ним можно разговаривать, это же невозможно. Единственное, что возможно, это как бы сделать так, чтобы это не было ядерной войны. Вот и все. Вот на этом теме они нас так подцепили, что мы все уже забыли о своих проблемах, думаем, а что произойдет? Всевышний нас как-то на время оставил, что ли? Мы беззащитные. Какой-то как казнократ, какая-то мелочь есть, она управляет всем миром сейчас. Все знают, что разделить можно его, но боятся, что это очень дорого будет всем. И на этом фоне защитить свою республику, свое государство с ним никогда. К сожалению, придется ждать, когда победит Украина. Другого варианта нет. Но не просто ждать, а взять и сказать, вы, которые нас когда-то отдали вот этому шакалу отдали на съедение, когда вы согласились, что если вписал нас в свою конституцию, а сегодня Путин вписал 4 области Украины в свою конституцию и говорит, вот этой моей территории будет мир. Европа дала мир, когда Чечню он забрал. А сегодня во что это превратилось? Украина, а завтра еще кто-то. И идет сюда Трамп, друг Путина. Может, он серьезный человек, но слишком неприятные эти ассоциации связаны с ним. Друг Путина. Дехабилович. Мгм. Баркалайса. Ну, друг, конечно, он и не является, это 100%. Но твои опасения, конечно же, они понятны, потому что так много пропаганды идет, что уже не знаешь, кому верить. Эдмомедов задает вопрос, Аят. Вопрос основной Аяту. Мы все наблюдаем, какая идет борьба кандидатов Трампа и Байдена, дебаты и так далее. Вы бы хотели, чтобы в будущем такая же была борьба в Ичкерии?
цивилизованное, демократическое имеется. Мы как раз таки говорим, что там это борьба за укрепление Соединенных Штатов, за его богатство, за его, значит, этой страны, ну, скажем, экономическое процветание, военное, все отношения. Там между этими президентами идет вот это вот спор, что я это сделал лучше, это кто-то другой сделает. И эта борьба идет у них не только как внутренняя, но оно отражается и на внешнюю, так сказать, политику. Поэтому, исходя из этого, речь как раз-таки об этом идет. Конечно, мы и говорим, вот сейчас у нас разговор там идет, мы говорим, что наши люди, которые находятся, допустим, здесь беженцы на Западе, которые отрицают наше государство, они до сих пор это отрицали. Теперь некоторые пришли в разум, решили по-иному говорить, но от этого их суть не меняется. Они против нашего государства. А против нашего государства кто? Против нашего государства Кремль, который нас оккупировал, нашу территорию. И эти люди фактически, когда они говорят, что это государство, которое создал наш народ, против этого, это преступление. И если кто-нибудь из этих людей, кандидатов в президенты, или какие-нибудь сенаторы, или какие-нибудь политические деятели в Америке это скажут, так их там сразу же, значит, привлекут к ответственности. А здесь дискуссия значит, спор о том, насколько будет, каждый предлагает же свои варианты, что я тут, Байден говорит, вот я сделал то-то, 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 я вот сделаю то-то, Трамп говорит, а я сделаю то, я делал так, и я делал. То есть они говорят во благо своей страны. А здесь вот у нас, вот то, что в условиях вот этой оккупации нашей страны, Кремль подкупает этих людей, как Иса сказал, для того, чтобы как рейдерские захваты делают, и за этими людьми целые, значит, постом ездят и информационное агентство, телевидение, все это делает. Мы их в этом смысле, значит, очень хорошо понимаем, что эти люди, говоря риторикой нашей, говоря о нашем государстве, на самом деле никто из них не удосужился принять и сказать, а что вот такое, какие у вас полномочия, господин там такой-то. Они это не спрашивают. Почему не спрашивают? Потому что это люди неофициально это принимают их. Не то, что вот сейчас говорил Муса там. Вот, там это неофициальный прием. Это там на общественном уровне, там какими-то ходами, какие-то общественные организации, может быть, некоторые даже и в парламенте, может быть, и где-то там. Но это неофициальный прием. Вот о чем речь идет. Если бы речь шла о том, что вот вопрос шел бы о признании, или вопрос стоял бы о признании нашего государства, почему? Тогда бы они этот вопрос должны были поставить. А даже когда это и было, мы ставили этот вопрос раньше еще, то эти страны и их руководство не смело это делать. То есть они не посмели это делать. Вот они даже говорили то, что я говорю по Грузии, и примерно такое было и с другими странами. Они в первую очередь стараются сохранить свою независимость, стараются сохранить свое государство. И в какой-то степени в этом плане можно и понять эти страны. Потому что они не хотят за счет того, что они признают, допустим, нас или других, чтобы потом на них напала Россия или экономически, или военным путем. То есть это как-то взаимосвязано все. Это мы должны понимать. И поэтому искать эти пути. А этот путь один. Мы должны сделать так, чтобы в мире все понимали, что наше государство создано по праву международному, что признание этого государства будет, значит, означать признание его и другими государствами мира, и в будущем это государство должно быть освобождено и восстановлено то государство, которое избрал сам народ чеченский и на этой всей территории. Вот о чем идет речь сейчас.
Поэтому дискуссия, она должна быть, как говорится, в пользу этой страны, в пользу этого государства и народа. Вот я так считаю. Мы бы, конечно, хотели этого, и мы это сейчас тоже вот ведем, хотя здесь на Западе не получается, они слишком вольготно себя ведут, некоторые люди, потому что вот такая вот линия проводится Кремлем, так или иначе помогая вот этим отщепенцам от нашей государственности. Вот. Баркалаев. Так, Иса, тебе вопрос. Короткий вопрос от Эда Мамедова. Он спрашивает, а что скажет этот человек, когда Трамп признает Ичкерию? Удивительный вопрос. Как какой приятный зато. Да, я сейчас как понимаю это. Он говорит о чуде, да? Почему? Хотел бы, чтобы чудо. Ну, чудо, да, Чудо. в принципе, чудо. Да, чтобы оно было. А что ты скажешь, если это произойдет? Давай сейчас мы узнаем, что потом можно было тебе это все предъявить под запись. Значит, я плохо знаю людей. Я думал, что их знаю. Или Это будет самое приятное мое заблуждение. Да, оно у тебя будет. Да. И оно будет одно единственное у тебя в жизни, да. Так, друзья, я напоминаю, мы уже почти 2 часа в эфире. У нас сейчас нас смотрит около 300 человек в YouTube и все наши в Telegram-канале. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки или пишите комментарии, или же заходите в Telegram-канал и там можете задать свои вопросы, друзья. Если есть вопрос, задавайте. Вопросов особо нет. Я думаю, можно заканчивать наш сегодняшний стрим. Заканчиваем, да, хватит. Ну, все тогда, на этом закончим. Да. Да, спасибо всем, кто принимал участие, и я вас прошу всех и в следующий раз, если у вас даже не будет возможности выступить непосредственно, то вы всегда можете принимать участие, писать комментарии. Это очень важно, это очень нужно. И тем более люди, которые владеют информацией, которые, как говорится, в теме, ваши комментарии, они также важны, как все, что говорится здесь, говорит Аят, говорят там другие Муса, которые заходят. Поэтому пишите комментарии, оставляйте информацию, которую вы знаете, которая будет интересна, особенно нашим молодым, которые обязательно заходят и читают наши комментарии. На этом стрим заканчивается. Всем спасибо. Адикёль Машвай. Аят. Спасибо всем. Спасибо всем. Интересная была беседа, дискуссия. Я надеюсь, это будет и в будущем более развито. Баркалшон, спасибо. Баркал Адикёль Машвай. До свидания.